Такое ощущение, что лидеры стран Центральной Азии сошли с ума, а Эмомали Рахмон – предводитель этой психушки. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так взбесило таджиков. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. В ходе последних месяцев в Таджикистане многие в соцсетях уже сравнивают с большим сталинским террором. Режим с особым остервенением расправляется не то чтобы со своими оппонентами, их внутри страны и так практически не осталось. Незаконным арестом, пыткам подвергаются обычные граждане, которые выразили свое возмущение беззаконию, которое творит режим Рахмона. Гособвинитель потребовал для журналиста и блогера Далера Эмомали наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Ожидается, что журналист выступит с последним словом на следующем судебном заседании. Далер Эмомали обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений о преступлении, незаконном предпринимательстве и участии в деятельности запрещенных организациях. Ранее источники сообщили, что журналист отвергает выдвинутые обвинения за исключением обвинения в незаконном предпринимательстве. Осведомленный источник сообщил, что речь гособвинителя была заслушана 12 октября на втором по счету судебном заседании над Далером Эмомали. Суд над Далером близится к завершению. Прокурор озвучил свое требование, и на следующем судебном заседании подсудимый должен выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, отметил источник. Как вы относитесь к такой ситуации и к количеству лет, которые пытаются ему дать? Это вообще законно? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Судебный процесс над журналистом проходит в здании СИЗО, поэтому подробности суда для общественности недоступны. Родственники Далера Эмомали воздержались от общения с прессой. Первое судебное заседание в отношении журналиста состоялось 7 октября под председательством судьи района Шахмансур Даврона Назарзада. Далер Эмомали был задержан 15 июня текущего года сотрудниками прокуратуры столичного района Шахмансур. Вскоре стало известно, что журналиста подозревают в неуплате налогов от публикации на YouTube. После жалобы одного из высокопоставленных чиновников района Шахмансур города Душанбе Далери Эмомали обвинили в предоставлении заведомо ложных сведений о преступлении. Журналисту также предъявили обвинения в сотрудничестве с запрещенным в Таджикистане политическим движением «Группа-24». Однако руководство движения заявило, что Далер Эмомали никогда не состоял в их рядах и не имел с ними никакого сотрудничества. На дело Далери Эмомали наложен гриф секретности. Дело было направлено в суд 15 сентября. За последние 3 года в Таджикистане арестовано 7 блогеров и журналистов. Суд столичного района Шахмансур 4 октября приговорил Абдулло Гурбати, соавтора видеорепортажей Далери Эмомали, к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным по 3 статьям Уголовного кодекса, в том числе за участие в экстремистском сообществе. Международные правозащитные организации, в том числе ОБСЕ, осудили задержание журналистов и призвали власти Таджикистана соблюдать свои международные обязательства в области свободы слова и прекратить преследование, угрозы и давление на журналистов. В Душанбе на эти призывы никак не отреагировали. Как вы думаете, это когда-то закончится? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.